Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Новопрежий Аршим. Я ученик 8 Б класса Мирюнской юношеской гимназии. Тема моего доклада – переработка молочной продукции в бюджете моей семьи за летний период. Актуальность моей работы. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий» обозначила задачу возрождения сельского хозяйства села. Выбраны приоритеты. Это все тоже животноводство и поддержка малых форм хозяйствования. Гипотеза моего исследования. Я предполагаю, что ведение личного подсобного хозяйства выгодно и прибыльно. Цель моей работы – выяснить экспериментально-математическим путем, приносит ли реальную прибыль ведение личного подсобного хозяйства в виде разведения крупного рогатого скота. Задачи работы – уточнить содержание понятия «личное подсобное хозяйство», доказать прибыльность личного подсобного хозяйства для семьи, проанализировать результаты и сделать выводы. Научиться выполнять простейшие расчеты ведения хозяйства. Методы исследования. Анализ различных источников информации о личных подсобных хозяйствах. Сбор данных. Подсчет затрат и прибыли от подсобного хозяйства. Методология. На первом этапе работы я выделил проблему, затем поставил перед собой ряд вопросов для изучения и исследования. На втором этапе работы я изучил литературу, прибегая к помощи интернет-ресурсов по своей проблеме. На третьем этапе работы я принимал участие в выращивании крупного рогатого скота в течение 3 летних месяцев. На четвертом этапе работы я совместно с семьей производил математический подсчет и анализ о переработке молока, готовил доклад и презентации. Наша семья состоит из 11 человек и проживает в 2 рядом стоящих собственных домах. С целью экономии расходов на питание наша семья имеет приусадебный участок, на котором выращиваются овощи, а также содержится личное подсобное хозяйство, в котором 4 коровы, 4 молодняка и 4 теленка. Свое наблюдение я проводил в июне, июле и в августе. Моя бабушка и мой дедушка разводят крупный рогатый скот с 1986 года. В том году у них был единственный теленок. В 2021 году 4 дойных коров, 4 теленка и 4 молодняка. В таблице 1 показано молоко, из чего можно сделать молоко. Обработанное молоко и сметана. Из обработанное молоко кефир, а из кефира творог и бырпах. Из творога можно сделать сыр. Из сметаны масло. Таблица 1. Расходы на содержание 12 голов крупного рогатого скота за год. Дистопливо 12 тысяч рублей, ветеринарные услуги 12 тысяч рублей, расходы на перевозку сена 35 тысяч рублей. Итого за год 59 тысяч рублей. За 3 месяца 14 тысяч 751 рублей. Таблица 2. Сметана произведено 120 литров. Доход 4600 рублей. Кефир произведено 180 литров. Доход 81 тысяч рублей. Творог 30 килограмм. 2100 рублей. Сыр произведено 11 килограмм. Доход 2000 рублей. Бырпа 75 литров произведено. Доход 1400 рублей. Масло произведено 40 килограмм. Доход 1100 рублей. Всего доход составил 72 600 рублей. Заключение. Для нашей семьи, как и для большинства сельских жителей, личное подсобное хозяйство является источником не только экологически чистых продуктов питания, но и источником пополнения семейного бюджета. Это результат большого напряжения физических сил и личной заинтересованности хозяев личного подворья. В результате моей работы на тему я выяснил роль личного подсобного хозяйства для своей семьи, и моя гипотеза полностью подтвердилась. Мои выводы. Семья полностью обеспечивает себя необходимыми молочными продуктами питания, если имеет личное подсобное хозяйство. Содержание крупного рогатого скота обеспечивает семью молочными продуктами питания и мясом. Реализация продукции личного подсобного хозяйства приносит прибыль в семейный бюджет. Чтобы получить прибавку от подсобного хозяйства, нужен экономический подход, старание и трудолюбие. Спасибо за внимание.